период осенних каникул в городе Якутске, селах Амга и Тампо прошли дневные инклюзивные площадки для подопечных благотворительного фонда Харсхал. Каникулы подарили детям настоящую неделю приключений. Проект реализовывали благодаря акции «Добро в руках», которая успешно прошла 1 сентября этого года. Напомним, школьные коллективы вместо покупки различных букетов пожертвовали средства фонду Харсхал. 150 тысяч мы выделили на проведение дневных площадок в районах нашей республики. Тем самым мы охватили детей, которые не могли бы приехать к нам в город. И дети, которые приняли участие в районах, они, конечно же, получили для себя колоссальный опыт участия в дневных площадках. Оставшуюся сумму мы направили на поездку на день рождения Деду Морозу для 6 детей с инвалидностью. Они поедут на самый яркий, сказочный день рождения самого главного волшебника страны. Дневные площадки были проведены для детей общественных организаций «Солнышки Якутии» Республики Саха-Якутия на базе Центра развития и поддержки социальных и общественных инициатив «Волонтеры Тампо» и Центра реабилитации и абилитации детей и подростков СОВЗ «Солнышко». По словам родителей, осень – это пора вдохновения. И необходимо с малого возраста воспитывать в детях чувство прекрасного. Творческая практика стала одной из самых теплых и уютных впечатлений дневной инклюзивной площадки. Ребята занимались классической хореографией, творили на уроках керамики и рисования, читали стихи, строили домики мечты и многое другое. Помимо занятий, ребята ходили на экскурсии, играли, учили песни, ставили танцевальный номер. Наша площадка прошла успешно. Дети были все задействованы. Нашу площадку посетило 23 ребенка и посетило более 10 родителей. Формат очень полезен, потому что среда инклюзивная. Здесь у нас проходило 12 детей особенных, солнечных, да, со своими братьями и сестрами, со сверстниками практически, да. И получилось, что наши дети раскрепостились. Вот инклюзивную среду нам удалось создать, и все дети получили массу удовольствия и море позитива. Вот, эмоции у нас зашкаливают. Все рады, дети, чему очень понравились в эти дни. Самое запоминающее у нас занятие было по лепке. В керамической мастерской мы сходили. Девочки мы сделали елочные игрушки, сделали домик прекрасный. Вот. И вот где ходили на танцах, вот тоже эмоции остались самые яркие. Для всех участников дневной площадки это была удивительная неделя. Теперь дети в ожидании следующих каникул, чтобы встретиться и вместе весело провести время. Дети счастливы, и для нас это главное. Есть диагнозы, которые трудно диагностировать в первый год рождения ребенка. И часто родители не обращают на это внимания, что является ошибкой. Потому что в первые годы жизни, а именно от рождения до 3 лет, определяется будущее ребенка. И они теряют время. Для решения проблемы появилась ранняя помощь. Это оказание организованной психолого-педагогической и медико-социальной поддержки детей до 3 лет с риском нарушения или выявленными нарушениями развития и их семей. Ранняя помощь отрабатывается не только с детьми, но и с родителями, для того, чтобы научить семью принять диагноз малыша. В Якутии эта практика только развивается, как и во многих регионах России. Ранняя помощь выявляет раннюю задержку, если есть у ребенка как таковая, да, в психоречевом развитии, и вообще вот смотрит, насколько ребенок правильно развивается по возрасту. Если есть какие-нибудь нарушения, да, то тогда это уже устраняется в виде реабилитации. На занятиях я использую метод педагогики Монтессори и игротерапию. В
большинстве городов эти услуги оказываются лишь на лекционной основе, что недостаточно для развития столь важной темы. Родителям важно знать об основных этапах развития ребенка, чтобы вовремя выявить нарушения. Именно в возрасте до 3 лет определяется развитие ребенка в дальнейшем. Чем раньше начать занятия, тем эффективнее будет результат. Обучение у нас индивидуальное, ребенок сам занимается созданием. А так у нас в основном на мелкую моторику, потому что мы прошли долгий курс реабилитации, поэтому мы чуть отстаем от развития. Выявив особенности и нарушения, можно предотвратить и провести раннюю коррекцию их возможных последствий. Раннее выявление нарушений в развитии детей и своевременное оказание целенаправленной помощи могут изменить судьбу ребенка даже при серьезных врожденных нарушениях психофизического развития. Щедрый вторник – самое крупное благотворительное движение, цель которого – вовлечение людей в благотворительность через объединение некоммерческих организаций, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп, частных лиц. Щедрый вторник проводится традиционно по всему миру с 2012 года, в последний вторник ноября. Очень много людей, которые оказывают благотворительную поддержку нашему фонду, но они хотят оставаться засекреченными, да, то есть они это делают для себя, да, то есть и оказать помощь, и об этом они особо не распространяются. Но благодаря неделе признаний, которая пройдет в рамках акции «Щедрый вторник», наши благотворители, которые не раскрывают своих имен, в этой неделе могут признаться, что они оказывают финансовую поддержку. Щедрый вторник и вообще щедрая неделя – это такое время, когда многие делают благотворительные, хорошие, правильные дела. И организации, и частные лица. А еще есть такая штука, как неделя признаний. Можно сделать вот примерно вот такое признание. Не стыдно и иногда даже нужное признание в том, что вы занимаетесь благотворительностью, хорошими делами, поддерживаете какие-то организации или благотворительные фонды. Несмотря на то, что многие люди говорят, что вот, говорить об этом это пиар, на самом деле это не так. Говоря о том, что вы занимаетесь благотворительностью, вы показываете пример другим. Помимо благотворителей, да, которые могут прийти лично к нам в фонд и пожертвовать свои средства, к нам присоединяются и крупные компании города. Да, например, кофейни предлагают свои возможности. Мы можем у них поставить ящик, организовать фотозону, и любой благотворитель, который приобретет кофе, да, например, он тем самым принимает участие в акции. То есть от покупки кофе средства переходят к нам, да, именно вот в этот день. С 20 по 27 ноября в рамках всероссийской благотворительной акции «Щедрый вторник» пройдет флешмоб «Неделя признаний», где люди расскажут, какую благотворительную помощь и почему они ее делают, тем самым мотивируя других совершать добрые дела. Все признания будут максимально освещены в социальных сетях и средствах массовой информации. Принять участие может любой желающий. Кто впервые решил попробовать себя в роли благотворителя, или уже кто активно, да, жертвует средства. Именно в рамках всероссийской благотворительной акции «Щедрый вторник» наши благотворители могут помочь оказать финансовую поддержку, потому что в рамках этого благотворительной акции мы собираем средства на приобретение новогодних подарков для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Обязательно всех участников акции мы размещаем на всероссийском сайте «Щедрый вторник». Это всех благотворителей, да, кто приходил к нам лично, или компании, которые нас поддерживали в этот день. «Щедрый вторник» – это открытая платформа для сотрудничества некоммерческих организаций, бизнеса, средств массовой информации, местных сообществ и новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире. Также, по данным партнеров, в дни «Щедрого вторника» был зафиксирован рост пожертвований в благотворительные организации. Вы тоже можете стать мотиватором и вдохновителем на добрые дела. Нужно только присоединиться к акции и рассказать свою историю, разместив пост с фотографией и хэштегом «Щедрый вторник. Неделя признаний».
Ребята, давайте снимать фильм. Какой фильм? Проводится республиканский фестиваль социальной рекламы и фильмов для школьников «Счастливый кадр». Что выберем? Давайте снимем музыкальный клип. Например, Авелина споет, а Лида будет танцевать. Это слишком просто. А давайте снимем социальный ролик. Классная идея. Давайте снимем, как людям-инвалидам не просто жить в нашем городе. О, а мы можем завязать глаза, Как будто мы ничего не видим. Я могу принести коляску, проверим пандусы. Рекламного отдела 240 600. Все сложные? На эскалаторе очень сложно подниматься с коляской. Давайте поедем на лифте. Вот она, табличка с пупырышками. А, это же неправильно. А тут еще есть пандус. Ну как, что не слышно? В нашем городе почти нет средств для жизни людей с ограниченными возможностями. Раньше на телевидении были специально обученные люди, которые переводили текст для слабослышащих. А сейчас слабослышащий не может сходить в кино, потому что мало что поймет без субтитров или сурдоперевода. Это, оказывается, так страшно быть слепым, когда все черное вокруг. Я им сочувствую очень сильно. Я поняла, что им очень трудно жить. Так сложно людям-колясочникам. Им столько нужно усилий сделать, чтобы подняться на пандусы или пойти за хлебом в магазин элементарно. Или они даже не могут просто выйти из дома. Когда мы ездили с коляской, было очень сложно подниматься на тротуары, потому что не все тротуары снабжены спусками и подъемами. Еще было сложно подниматься в магазины, потому что не во всех магазинах были пандусы. Во время того, как мы снимали видео, мне очень запомнился момент, когда наши ребята переходили с закрытыми глазами через дорогу. После того, как они перешли через дорогу, они все сказали, что это было очень страшно. Я понял то, что людям с ограниченными возможностями очень сложно жить. Я буду стараться всеми силами помогать им. Разные, но